Добрый день участникам второго форума «Светлого». Николай Андреевич все рассказал, тут я, наверное, буду пропускать. Я как глава крестьянского хозяйства буду говорить о сельском хозяйстве. Будучи министром сельского хозяйства республики, впервые вывел сельское хозяйство республики передовой позиции в Российской Федерации по производству сельскохозяйственной продукции. Были предприняты новые смелые начинания в различных направлениях сельского хозяйства. Он всегда работал в тесной связи с Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и институтом биологии. Все проекты были научно обоснованы, после многократных исследований научных, поэтому конечный результат всегда был высоким. Вчера, 16 марта, было 145-летие циркулярка Алексея Елисеевича Кулаковского. В книге моей соотечественники Михаил Ефимович признал великого мыслителя, патриота народного Алексея Кулаковского, что он был незримым, но всегда активным участником всех преобразований республики, так как его письмо якутской интеллигенции, его заветы будущим поколениям послужили большим толчком и опорой в работе первого президента и поэтапно внедрялись в жизнь. Послание Кулаковского написано доходчиво, простыми словами, каждому, кто читал, понятна суть письма, но не каждый может вникнуть в смысл его слов. Он как бы указал поэтапные пути развития республики, а еще с высоты тех далеких лет писал, что еще 2-3 века из-за пяди земли человечество будет проливать кровь в ужасных и глупых войнах, как будто он видел столько лет назад. У Михаила Ефимовича в работе всегда были в приоритете наука и образование, культура и духовность. Но Михаила Ефимовича всегда волновали пути развития сельского хозяйства республики. Сельское хозяйство требовало пристального внимания и поддержки. На посту министра сельского хозяйства Михаил Ефимович начал работу по улучшению жилищных условий работников села. Были построены базы оленеводом, коневодом. В нашем районе на отдаленных участках, мы все знаем, Берюм-Басе, Алас-Бага, Бедоле, были построены конебазы. И сейчас там работают коневоды и коневоды. Семьям оленеводов были построены новые дома, чтобы дети могли учиться в школе и оставались в селах. Северные районы в числе первых были снабжены сельскохозяйственной техникой, оборудованием, кормами. В больших хозяйствах были построены экспериментальные механизированные зоны, оборудованы полностью. Наиболее отличившимся специалистам и работникам сельского хозяйства построили дома, а в то время люди охотно шли работать в сельское хозяйство. Для доярок, коневодов, оленеводов, многодетных матерей, работающих в сельском хозяйстве, пенсионный возраст был снижен. Всегда остро стоял вопрос кормов, зимовки скота, особенно в засушливое лето. Очень много гектаров земли не было освоено. Надо было освоить заброшенные целинные земли, посеять зерновые, многолетние травы и так далее. С этой целью в 80-х годах в Ангинском улусе организован проход Пшевинный, Мендикинский и Крик-Отделение. Эти 5 населенных пунктов были занесены в карту Якутии. По призыву Министерства молодежи 1500 молодых людей по особу сердца приехали работать на целину. Это был поистине грандиозный проект, яркий пример патриотизма. В 1985 году нашу республику посетил министр сельского хозяйства Российской Федерации Никитин. В ходе работы по улусам он очень удивился тому, что якутские лошади зимой по сути питаются сами. Михаил Ефимович сразу предложил министру разрешить
решение создать научно-исследовательскую экспедицию по изучению и признанию породы якутской лошади. Министерство сельского хозяйства СССР и РСФСР на основании предоставленных Якутии документов дали согласие на эту экспедицию. Изучение экспедиции 10 тысяч голов лошадей в 9 областях республики принесло свои плоды. Якутская порода лошади была признана и пополнила список 250 пород лошадей. Были организованы 6 заводов по разделению племенных хозяйств лошадей. Мы в свое время, например, наше крестьянское хозяйство, приобрели для своего хозяйства племенных ребят, молодняка, а племенном хозяйстве Харалда Кумерина Тамбурасского улуса. В 1991 году вышел закон Российской Федерации о прекращении финансирования совхозов, примечанием о выделении денег в малом размере крестьянским хозяйствам и общинам. Много было работы проведено с Институтом экономики. При этом изучены и переход на новые формы хозяйствования, не теряя поголовья сельхозживотных. Были созданы СКПК «Томский», в Чурапчинском улусе СКПК «Чурапча», который сейчас успешно занимается производством, переработкой, реализацией продукции. Мы тоже в свое время получили пай, корову. Это было начало нашей семейной экономики. И наш семиклассник, сын, в свободное время занимался этим хозяйством. Когда мы молодые были, у нас времени не хватало. Поэтому дети тоже вот в то время принимали участие в семейной экономике. В 1999 году на первом съезде семейной экономики Михаил Ефимович выступил с докладом о семейной экономике села, о том, что пора улучшать жизнь на селе. Предложение было поддержано. И с 2000 года после принятия программы началась работа по поддержке селян. В заречные улусы были проведены многокилометровые водоводы, гидротехнические сооружения. Наш улус активно работает по программе семейной экономики. Ежегодно с бюджета улуса выделяются средства. Все мы об этом знаем. Кроме основных кормов были изучены и дополнительные корма, созданные самой посевной. Это были озерный сакропель, водяной мох, белый тальник. В нашем районе была изучена сакропель из 4 озер местности Малтаны. Это почвенный перегной, веками образовавшийся из отмерших растений, остатков живых организмов на дне озера. Он богат микроэлементами, используется для дополнительного корма сельхозживотным и активно используется на огороде для санации почвы и для получения хорошего урожая. Мы тоже вот ежегодно используем сакропель для дополнительного корма нашим лошадям, а также используем в виде минеральной добавки и санации почвы на огороде. Михаил Ефимович на посту министра сельского хозяйства подготовил хорошую почву для дальнейшего развития сельского хозяйства республики. Заметим, что те проекты, которые были внедрены в жизнь нашей республики, впоследствии находят свое продолжение в федеральных программах Российской Федерации. И это наглядно показывает, что тот курс, который избрал для своей работы наш первый президент Николаев, не только является правильным и успешным, но и становится ясным примером для поддержания для всей нашей страны. И то, что я сегодня говорила, это далеко не все проекты и программы Михаила Ефимовича. Спасибо за внимание.